أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Всевышний Аллах в своем священном Коране говорит по поводу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине, посланник Аллаха служит для всех вас примером для подражания. К примеру, он показывает нам, как вести себя с маленькими детьми, с остальными членами семьи и с другими людьми. Какими должны быть взаимоотношения друг с другом. Таким образом, Аллах указал нам правильный путь. Одним из прекрасных качеств пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является милосердие. Это милосердие Аллах вселил в посланника, да благословит его Аллах и приветствует, на милость Вселенной. Всевышний Аллах говорит в священном Коране: «Мы послали тебя, о пророк, только с милостью к мирам». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, послан Аллахом на милость мирам. Посланник является отцом милости. Как вести себя с маленькими детьми, как с ними разговаривать, показал нам на примере своей жизни наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк был безмерно милостив с маленькими детьми и подростками. Он любил их и ласкал, прививал им все благородное из религии ислам, из-за того, что Аллах дал ему милостивое сердце. Сына посланника, да благословит его Аллах и приветствует, звали Ибрагим. Сын Малика, Анас, да будет доволен им Аллах, асхаб пророка, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывает, что когда умер сын пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Ибрагим, пророк прослезился. Абдурахман, сын Авха, да будет доволен им Аллах, асхаб пророка, спросил посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, прослезился ты?» Он хочет знать причину этого. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Поистине, глаза плачут и сердце грустит, но поистине мы не скажем более ничего, что может вызвать недовольство Аллаха. О Ибрагим, ты оставил нас, и нам тяжело, но мы довольны тем, что уготовил для нас Аллах». Таким образом, говоря такие слова, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, похоронил своего сына Ибрагима. Сын Малика, Анас, да будет доволен им Аллах, говорил, что милосерднее к детям, чем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не видел никого. Таким образом, по поводу нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорил сын Малика, Анас, да будет доволен им Аллах. Каким же человеком был сам сын Малика, Анас? Анас с детства находился в доме посланника, да благословит его Аллах и приветствует, рядом с ним. Он рассказывал, что в течение 10 лет он жил в доме пророка, занимался домашними делами. Ни разу, когда он был маленьким, и даже когда повзрослел, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не упрекнул его за то, что он не сделал, что должен был сделать, и за то, что он сделал, что не должен был делать. И ни разу не сказал «уф». Он свидетельствовал тем, что никогда не видел милостивее и благороднее человека, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Когда пророк видел Анаса играющим с детьми по дороге, когда он его куда-то отправлял, то оставлял его. Но по истечении какого-то времени по его спине пророк, да благословит его Аллах и приветствует, гладил легким касанием руки. Оглянувшись, Анас видел пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда Анас понимал, что пророк, заволновавшись, вышел за ним посмотреть, почему же он задержался. Тогда Анасу становилось неудобно перед ним, и он быстро убегал исполнять поручения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, да будет доволен им Аллах. У дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Питимат, да будет доволен ею Аллах, было 2 сыновей, Хасайн и Хусейн. Они являются сыновьями лучшего из асхабов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Али, сына Абу Талиба. Да будет доволен им Аллах, пусть будет лучезарным его сердце, пусть будет лучезарным его лицо. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень любил своих внуков. Абдуллах ибн Шаддад, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что однажды они вместе с пророком собрались на обеденный намаз.
В другом месте сказано, что это был послеобеденный намаз. С пророком, да благословит его Аллах и приветствует, были его внуки Хасан и Хусейн. Посланник Аллаха стоял впереди молящихся. Посередине, на руку, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, задержался больше положенного. Тогда, разволновавшись за пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подумав, не случилось ли что, Шаддад, сын Абдуллаха, поднял голову. На спине посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, играли Хасан и Хусейн. Тогда он понял и опустил голову. Но потом, когда они завершили молитву, спросили пророка: «О посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по какой же причине ты задержался на руку?» Он ответил, что на его спине во время руку играли внуки, и чтобы им не мешать, он задержался. Он поступил так, несмотря на то, что является пророком, а на его спине играли его же внуки. Тем не менее, он смилостивился над детьми, и это является примером для всех нас. Абу Хурайра говорит, что однажды вышли они с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, вместе, и он не сказал пророку ни слова, и пророк не сказал Абу Хурайре ни слова. По истечении времени они подошли к дому дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Питимат. Пророк позвал Хасана. Когда он вышел, лицо пророка, да благословит его Аллах и приветствует, радостно просияло. Тогда пророк произнес молитву: «О Аллах, поистине, я очень люблю своих внуков Хасайна и Хусейна. О Аллах, возлюби тех, кто любит их». Об этом хадисе рассказал Бухари. У сахаба пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Мусы Ашари, родился сын. Он рассказывает, что родился у него сын, и он пригласил к себе в гости пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк назвал его Ибрагимом и дал ему размельченную хурму. Это сунна, которую сегодня мы тоже можем соблюдать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, помолился за этого ребенка, прося Аллаха благодати ему. Ибрагим был старшим сыном Абу Мусы Ашари. Многие другие сахабы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда у них рождался ребенок, обращались к пророку. Пророк давал им имена и просил Аллаха за них благодать. И никогда пророк не отказывал в просьбе. Таким образом, он оказывал им почтение и уважение. Мы рассказывали о сахабе Ибн Малике. Был у него брат по имени Абу Умайр. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посетил дом Ибн Малика. В то время Абу Умайр очень грустил, потому что умерла его птичка, с которой он проводил время и очень любил. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «О Абу Умайр, что случилось с этой птичкой?» Тогда он попросил, чтобы ему купили такую же птичку. Асхабы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сегодняшние ученые-алимы, что рассказывают нам о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, пришли к выводу, что пророк, он тот, лучше которого не было никого, ни раньше, ни позже, и никогда не будет. Нет ничего святее созданного Аллаха, чем создание пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тем более, в каком состоянии он тогда был. Ведь он призывал всех к исламу, поэтому у него было много врагов. Ему сопротивлялись языком, руками, состоянием. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выдерживал то, что вообще можно было выдержать человеком в то время. Несмотря на это, замечают ученые, он не проходил мимо детей, не замечая их. Если маленький ребенок сидел и грустил, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снимал с него грусть лаской и пониманием. Во всем этом для нас есть поучительный пример. Завершая наш разговор, мы скажем о том, что однажды заболел мальчик из еврейской семьи. Этот мальчик прислуживал пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, застал его больным. У изголовья сидел его отец. Анас, сын Малика, да будет доволен им Аллах, рассказал этот хадис. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, призвал его уверовать в Аллаха, сказав: «Нет Бога, кроме Аллаха». Сын посмотрел на отца. Тогда отец сказал ему: «Послушайся Абуль-Касима». Абуль-Касим – это наш пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. И мальчик сказал: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты его посланник». На что обращают внимание ученые в таком случае? На то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заботится о детях, подростках и молодых людях не только о жизни в этом мире, но и о том, что станет с ними в загробной жизни.
Он защищал их от недозволенного в этом мире, чтобы они были благословлены в ином мире. Чтобы они были благословлены не только здесь, в этом мире, но и после смерти тоже, чтобы ими был доволен Аллах. Он растил всех детей и молодых людей, окружающих его, благонравно. Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заботился о детях, любил их, воспитывал. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не из нашей уммы тот, кто не уважает старших и не милосерден к младшим». Жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является для нас примером в любом случае. Что бы с нами ни случилось, будь то это скорбь, грусть, неудача или что-то хорошее, или поездка куда-то, все это может с нами случиться. Уже случилось с нашим пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому мы можем посмотреть на жизнь пророка, как он поступал в подобных случаях, и поступить точно так же. То есть для нас есть пример в жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы должны посмотреть на то, как он поступал в таких случаях. И если мы поступим так, как поступал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, то нами будет доволен Аллах в обоих мирах. Мы будем жить в благонравии. Но если мы не будем так поступать, то несчастье постигнет нас. Хвала Аллаху, милостивому и милосердному. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.